Привет, меня зовут Ваня, и сегодня я сам посмотрю и вам покажу осень в Японии. Несмотря на то, что календарь показывает нам зиму, в Японии сейчас период осенней листвы. Обычно это конец ноября, начало декабря. Сегодня мы с вами чуть-чуть прогуляемся по северной части префектуры Осака. Посетим всего несколько мест. Иди сюда, хулиган. Начнем вот с этого места. Город Суита. Обычная осенняя аллея. А для японцев это достопримечательность. Улица называется Саншики Сайдо, что переводится как улица трех цветов. То есть зеленый, желтый, красный. Именно это осенняя улица. Здесь нельзя ездить на велосипедах, чтобы не сбить случайных прохожих, которые останавливаются, чтобы сфоткать листики и так далее. Красиво, да, по-осеннему уже так прохладно. Немножко с вами погуляем и поедем дальше. Улыбнись, зай. Эй! Мы сейчас в городе Мино. Небольшой пригород Осаки, известен тем, что здесь есть кампус Осакского университета, так что иностранцев здесь немало, и русскоязычных ребят тоже. А среди туристов этот город популярен из-за водопада Мино. Особенно осенью. Это самый популярный, естественно, период. Людей очень много, даже в коронавирус. Из-за того, что университет рядом, иностранцев очень много, поэтому наслаждаться только шумом водопада не получается из-за шума туристов. Я еще не так много водопадов в Японии видел, но из тех, что видел, этот один из самых красивых. Да, невысокий, но струя солидная, пейзажи отличные. Также тут есть закусочные, но они тут явно лишние, создают столпотворение, да и мешают полностью насладиться природой. Тем не менее, если вы будете неподалеку, особенно осенью, настоятельно рекомендуем. Сынок, нету денег? Ничего нету. Что, сынок, бесплатно не получается? Анька, как таки по-русски, помнишь? Водопад. Чего? Водопад.
Водопад, правильно. А что значит водопад, помнишь? Почему водопад? Вспоминай, вспоминай. Водопад, водопад, ну. А? Вода падает. Да, вода падает, правильно. Юрка, так и по-русски, помнишь? А я и не сомневался. Мамка, так и по-русски. Вот. До свидания. В 3 километрах от водопада находится храм Кацуоди. Мы решили пойти туда пешком. И таких, как мы, оказалось немало. Но с детьми все-таки такая прогулка небезопасна. Во-первых, машины близко. Во-вторых, с горных склонов камень в башка попадет. Ну и в-третьих, очень много диких обезьян. Мы сейчас будем заходить в храм, который называется Кацуоди-ji. Мы здесь были прошлым летом, никого не было, вообще никого, ну может человек 5 еще кроме нас. Сейчас, понятное дело, все ринулись от водопада сюда, ну или наоборот. Людей очень много, потому что есть на что посмотреть. Вот это дарума. Это такая игрушка-неваляшка, которая олицетворяет божество, которое, в свою очередь, отвечало за счастье. То есть понимаете, что здесь со счастьем проблем нету. Обратите внимание, здесь зрачки есть, а на маленьких фигурках зрачков нету. Сейчас объясню почему. В Японии, когда загадывают желание на следующий год, рисуют даруме один глаз и ставят дома на видное место. Если за год желание исполняется, рисуется второй глаз. Если нет, то на специальной церемонии игрушку сжигают. Вот эти большие дарумы декоративные, поэтому сразу с 2 зрачками, мол, счастье уже принесли. На территории храма огромное количество таких неваляшек. Они везде. И на храмовых постройках, и на деревьях, и на камнях, и так далее.
Вот это момиджи, японский клен. Именно с ним ассоциируют осень в Японии. Ну, еще и в Китае и в Корее есть, но считается как японский, не знаю. Очень красиво, особенно когда краснеет, поэтому очень много туристов, ну и среди японцев самих, выезжают и либо в горы, либо в храмы. И цены за вход в эти храмы, естественно, осенью скачет, будь здоров. Но зато красиво. Ну и последнее место на сегодня. Мы снова в горах. Сейчас возле города Катано. Мы тут не только ради осенней листвы и пейзажев, еще хотим пройтись по тому пешеходному мосту. Этот мост называется Хосинобуранко, что означает «звездные качели». Звучит красиво. На этом все. Если вам понравился этот видос, ставьте спасибо, китайцы, спасибо, что вот круто, вот молодец, вот спасибо. В общем, вы все поняли. Подписывайтесь, лайки и так далее. Ну а пока-пока.